Государство находится в той точке, когда назрела необходимость реформы избирательной системы. В этом направлении в стенах парламента работает Конституционная комиссия, отметил в начале встречи руководитель Центра стратегических исследований при президенте Вячеслав Чирикба. Он рассказал о минусах и плюсах пропорциональной, смешанной, мажоритарной избирательных систем. Каждая система имеет плюсы и минусы. И вот эта смешанная система, она-то и призвана выбрать самое лучшее, то, что в двух системах есть, и нивелировать негативные какие-то моменты. Вот в чем привлекательность вот этой системы в наших условиях? В частности, в том случае, если это будет смешанная система. Избиратели будут голосовать не только за личности, но также и за программу, которую выступает та или иная политическая партия. Это, кстати, будет способствовать, в частности, и партии строительства. У нас еще процесс только начинается, да, реальных партий строительства. Это будет тоже стимул для строительства партии. Кроме того, нам необходимы современные, динамичные, отвечающие духу времени политические партии, как часть политической системы страны. Депутаты парламента Дауд Хутаба и Наргизба считают, что мажоритарная избирательная система подходит сегодняшним реалиям Абхазии. Однако изменения в выборном законодательстве, безусловно, нужны. Я считаю, что партийная система на сегодняшний день нам совершенно не подходит, а смешанная она создает риски очень серьезные для того, чтобы со временем перейти уже, соответственно, пропорционально к партийной системе. Поэтому, если даже мы пойдем по этому пути, а я всегда участвую в дискуссиях по этому вопросу, то нам нужно будет, конечно, обдумать все риски и предусмотреть все сдержки и противовесы в этом отношении. То здесь в нашем контексте еще необходимо учитывать какие-то этнокультурные, демографические особенности, исторический контекст принимать во внимание. И я тоже склоняюсь к тому, что на данном этапе исторического развития, конечно, мажоритарная система отвечает больше нашему укладу жизни, что ли, и личный контакт с избирателем. Участники круглого стола подчеркнули, что есть консенсус по поводу необходимости изменения избирательной системы республики, но пока еще в государстве не пришли к пониманию того, какие именно перемены требуются. Общество меняется. Может быть, сегодня есть запрос на смешанную систему, и стоит действительно какие-то ее элементы попробовать и привнести эти элементы в избирательную систему. Если мы увидим, что в обществе оно не откликается, можно вернуться, откатить обратно к уже мажоритарной системе. Может быть, настолько общество это воспримет, что мы уйдем в пропорциональную систему. Если ничего не менять, ничего происходить и не будет. Мы наблюдаем один и тот же кризис, который повторяется из раза в раз, он лишь усугубляется по последствиям. Мне кажется, обязательно реформу избирательной системы нужно рассматривать в общем контексте изменения взаимоотношений между ветвями власти, снижение полномочий президента, повышение роли парламента, повышение прозрачности, публичности, открытости власти. Вот в рамках этой, если мы сделаем таким образом, то необходимым дополнением станет реформа избирательной системы. Среди участников круглого стола ученые, депутаты, судьи, юристы, представители Общественной палаты и администрации президента республики. Позицию действующего президента вы прекрасно знаете, слышали, это было несколько раз озвучено, что в принципе можно пойти по пути, в смысле, смешанной системы. Но поэтому, конечно, под все нужно готовить экспертное мнение, как вот было здесь сказано, все за и против. Прекрасное выступление мы послушали. Есть наработки, я как знаю, у Общественной палаты, у депутатского корпуса есть свое мнение. Я думаю, такую работу надо продолжать. В рамках встречи отмечалось, что не существует идеальной избирательной системы. Можно говорить и рассматривать достоинства или недостатки и выбирать лучший путь. Вопрос изменений в Конституции обсуждается и в Общественной палате, однако единого мнения все еще нет. Я думаю, что то законодательство и избирательное, и вообще законодательство, наша Конституция, они до сих пор не наполнились практическим содержанием. То есть мы не реализуем все те достоинства, которые заложены в законах, в Конституции, в том числе и по общественным организациям, некоммерческим. Мы считаем, что элемент именно мажоритарной части обязательно нужно оставить. В каком соотношении, 50 на 50 или там более или менее, это уже вопрос технический, который можно обсуждать.
Далее, что касается недостатков мажоритарной системы, мы считаем, что, и тут очень много было сказано, я соглашусь с предыдущими ораторами о том, что вопросы компетенции и квалификации. То есть от законодательного органа требуется не только взаимосвязь с избирателями и решение вопросов того или иного округа, тех или иных мест, которые они представляют, но в том числе и представление, вернее, именно решение общегосударственных вопросов. В ходе обсуждения участники также рассмотрели международный опыт. В целом мероприятие стало площадкой для конструктивного диалога и обмена мнениями. Гугут Савардани, Инал Квинже, Абхазское телевидение.